Таджики не могут претендовать на земли Бухары и Самарканда, несмотря на то, что там большинство населения таджикоязычное. В Бухаре и в Самарканде все говорят почти на таджикском языке, так как это был их основной язык. К счастью, твои слова никак не могут служить аргументом в пользу того, что вы имеете право претендовать на эти исторические территории. 70% всех достопримечательностей Бухары построены во время правления династии шайбанидов. Бухара и Самарканд, несмотря на преобладание таджикоязычного населения. Почему Ибн Сина перс, а не таджик? Имам Абу Ханифа, имам Аль-Бухари и Ибн Сина, они были персами. Но тогда этнического такого понятия, как таджики, не было. Итак, таджики. Ты говоришь, что такого названия не было в то время, когда жили имам Аль-Бухари, Ибн Сина, и Абу Ханифа и так далее, и другие. Да, я говорю, что такого самоназвания не существовало в 7-10 веках. А раз его не было, значит, таджикский этнос еще не сформировался. Это логично. Этническая идентичность не может существовать без соответствующего названия. Поэтому Абу Ханифа, Аль-Бухари и Ибн Сина не были таджиками, так как в их время такой этнической категории не существовало. Они были персоязычными учеными, культурно принадлежащими к персидскому миру. Обратите внимание на даты их рождения. Абу Ханифа 699 год, имам Аль-Бухари 810 год и Ибн Сина 980 год. Это важно, так как в конце видео я поставлю жирную точку в этом вопросе. Серьезно? Жирную точку поставит он. Дӯстони азиз, имрӯз бисёри нафароне пайдо шуданд ки оиди таърихи фарҳанги миллати тоҷик тавре нақл мекунанд ки ба манфиати худ аст. Вале ки ҳақиқатро хоҳад гуфт, агар ки мо худ оиди таърихи худ ҳарф назанем. Ки фарҳанги миллати тоҷикро, тамаддуни тоҷикро, таърихи тоҷикро пуштибонӣ мекунад, агар ки мо худ пуштибонӣ накунем. Ки оиди таърихи мо ҳарф мезанад.